Дорогие первоклассники, я приглашаю вас на урок окружающего мира. Урок окружающего мира проведу я. Зовут меня Наталья Сергеевна. С нами работает переводчик русского жестового языка Ирина Михайловна. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что вы видите? Глобус. Правильно, глобус – модель Земли. Глобус помогает нам много узнать о нашей планете, о географических объектах. Глобус по форме напоминает шар, но слегка сплюснутый у полюсов. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, какого цвета больше всего на нашем глобусе? Синего. Что обозначает этот цвет? Правильно, воду. Тема нашего сегодняшнего урока – вода на Земле. Воды на Земле много, но пресной воды всего лишь 3%. Бескрайние просторы океана. Вода прозрачная и соленая. Сколько океанов на планете Земля? Верно, 5. Самый большой – Тихий. Вы его сможете найти на карте или на глобусе самостоятельно. Воды в Тихом океане столько, что хватит покрыть всю поверхность Земли, да еще с глубиной 2,5 километра. Представьте себе, сколько это воды. Отгадайте, пожалуйста, загадку. Обманывать не стану. Я меньше океана, но я большое все же. На океан похоже. Могу спокойным быть, могу и заштормить. Есть у меня всегда соленая вода. Что это, вы догадались? Море. Посмотрите, пожалуйста, на фрагмент карты. Рассмотрите моря, которые вы видите. Море, часть океана, вода прозрачная и соленая. Многие из вас, конечно, увлекались уже этой темой и наблюдали в энциклопедиях, а может быть, в фильмах за жизнью морских глубин. Задумывались ли вы, сколько морей на нашей планете? Ученые посчитали, составили список. В этот список пока вошли не все моря, поэтому будем считать, что морей на планете Земля более 50. Отгадайте следующую загадку. Посреди поля лежит зеркало, стекло голубое, рама зеленая. Что это?
озеро. Есть на суше такие углубления, из которых вода не успевает испариться. Самое большое и глубокое озеро с пресной водой – озеро Байкал. Есть озеро, вода в котором по своему составу очень напоминает морскую. Это Каспийское озеро. Раньше Каспийское озеро считалось морем. Когда соединялось с океаном. Предлагаю следующую загадку. Бежит, журчит, волнуется, все на нее любуются, никак не остановится, назад не поворотится. Конечно же, это река. Река – поток воды, протекающий по постоянному руслу, углублению в земле. Рек на планете Земля очень много. Конечно же, вы слышали про такую реку, как Волга. Это самая крупная река Европы. Республика Башкортостан богата водными ресурсами. И я хочу представить вашему вниманию самые длинные реки нашей республики. Посмотрите на их протяженность. Это протяженность только по республике Башкортостан. Многие из них продолжают свое движение и дальше. Давайте вместе прочитаем названия этих рек. Река Белая. Второе ее название – Агидель. Ик, Дема, Уфа. Или можете услышать такое название, как Крыдель, Сакмара, Инзер, река Ай, Быстрый Танып, Большой Ик, Нугуш. Многие из вас, конечно же, путешествовали по нашим рекам. Может быть, выезжали на пикник. Почему же самая длинная река носит такое название – река Белая? Давайте раскроем ее секрет. Название этого водоема происходит от его цвета, так как в нем растворяются известняковые породы, благодаря чему вода и приобретает белый окрас. На территории реки располагается 2 водохранилища. В ее бассейне имеются 3 природных заповедника. По реке люди очень любят сплавляться на байдарках и плотах. В реке много рыбы. Все это привлекает туристов. Путешествуйте по родному краю. Узнавайте как можно больше об уникальной природе нашей республики. Предлагаю следующую загадку. Все обходят это место. Здесь земля, как будто тесто. Здесь осока, кочки, мхи. Нет опоры для ноги. Что же это? Это болото. Болото – избыточно увлажненный участок суши, покрытый специфической болотной растительностью. Посмотрите, кого мы можем встретить на болоте. Итак, друзья мои, на уроке мы с вами поговорили про естественные водоемы Земли. Посмотрите на картинки. Легко ли вам их узнать?
изобразим на схеме. Естественные водоемы, океаны, моря, реки, озера, болота. Пришло время познакомиться с искусственными водоемами Земли. Как вы думаете, почему они называются искусственными? Кто их создал? К созданию искусственных водоемов приложил свою руку человек. Перед вами картинка, которая изображает пруд. Искусственный водоем для хранения воды. Человек использует пруд для разведения рыбы, водоплавающей птицы, а также для хозяйственных нужд. Человек создает водохранилище. Искусственный водоем для накопления и хранения воды в целях ее использования в хозяйстве. Давайте познакомимся с 3 самыми крупными водохранилищами Республики Башкортостан. Павловское водохранилище, которое располагается в Нуримановском районе нашей республики. Юмагузинское водохранилище в Кугарчинском районе. Нугушское водохранилище в Мелеузовском районе. Наша республика богата водными ресурсами. Мы гордимся этим. Следующий искусственный водоем, или еще называют его искусственная река, это каналы. Специально вырытые людьми русла, которое заполняется речной или озерной водой. По многим каналам ходит водный транспорт. Вспомните, пожалуйста, что происходит зимой в Республике Башкортостан с искусственными и естественными водоемами. Они замерзают. Вспомните, как замерзает река. Сначала лед заполняет реку вдоль берега, а затем замерзает и середина реки. Иногда бывает так, что остается полая река, которая называется полынья. Ребята, я напоминаю вам, что играть вблизи полыньи, а тем более кататься на санках или коньках ни в коем случае нельзя. Это опасно, можно провалиться под лед. Все эти правила безопасности поведения на льду, конечно же, вы обсуждали на уроках окружающего мира в школе. Есть замечательная пословица: «Не знаешь броду, не лезь в воду». Даже летом, когда вы отправляетесь на пикник, не забывайте, что играть у воды очень опасно. Будьте внимательны. Хочу вам рассказать, что бывают и подземные воды. Откуда же они там берутся? Подземные воды образуются благодаря выпавшим осадкам, снегу и дождю. Часть воды, просачиваясь сквозь землю, забирают растения для своей жизнедеятельности. А часть воды стекает вниз, образуя подводные реки. В некоторых из них очень много минеральных солей. Изучая лечебные свойства воды, человек построил бюветы. Это специальные помещения, где можно по назначению врача
пить минеральную воду для оздоровления организма. Но не каждый из нас может ежедневно посещать бювет. Поэтому минеральную воду разливают в бутылке, и мы получаем возможность пить полезную и рекомендованную нам врачами минеральную воду. Посмотрите, как важна для нашей жизни вода. Дорогие друзья, я хочу познакомить вас со стихотворением. Написала это стихотворение замечательная детская поэтесса Рыжова. Вы слыхали о воде? Говорят, она везде. Вы в пруду ее найдете, и в сыром лесном болоте, в луже, в море, океане и в водопроводном кране. Как сосулька замерзает, в лес туманом заползает, на плите у нас кипит, паром чайника шипит. Без нее нам ни умыться, ни наесться, ни напиться. Смею вам я доложить, без нее нам не прожить. Замечательное стихотворение о воде. Давайте все вместе будем беречь воду. Возможно, кто-то из вас захочет нарисовать плакат «Берегите воду». Наш урок с вами подходит к концу. Возможно, что у кого-то из вас еще остались вопросы. Ответы на эти вопросы можно найти в энциклопедии. Можно обсудить их с родителями. Ну что ж, друзья, наш урок закончен. До завтра!